Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах дня. Состоялась встреча Аслана Бжаня с заместителем председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Сергеем Неверовым. Увеличение социальных выплат за рождение ребенка, ужесточение требований к подготовке водителей, запрет на добычу криптовалют и заготовку елей и пихт. Более 45 вопросов рассмотрели члены правительства на очередном заседании Кабинета министров. В Музее боевой славы имени Ардзенба прошел вечер, посвященный памяти ученого-астрофизика Адгура Иналыпа. На малой сцене Абхазского государственного драматического театра состоялась премьера благотворительного моноспектакля «Фрида». Президент Аслан Бжаня провел оперативное совещание с представителями силовых структур и членами Совета безопасности. Как сообщает пресс-служба главы государства, обсуждались текущие вопросы, а также исполнение данных ранее президентом поручений. Президент Аслан Бжаня встретился с заместителем председателя Государственной Думы Федерального собрания России Сергеем Неверовым. Во встрече участвовали спикер Народного собрания Лаша Ашуба, вице-спикер Астамур Аршба, руководитель администрации президента Джансух Нанба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин. В ходе встречи состоялось обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества. Отметив высокий уровень отношений, глава государства подчеркнул важность укрепления стратегического партнерства. Сергей Неверов поблагодарил президента за прием и высказал намерение продолжать совместную с парламентом Абхазии работу по развитию связей в различных областях. Мы очень рады сегодняшней встрече. Придаем особое значение взаимодействию, сотрудничеству между парламентом Абхазии, Государственной Думой. Мы с большим удовлетворением наблюдали визит нашей делегации. Знаю от тех, кто принимал участие в работе в Москве, с каким радушием, с каким теплом наши коллеги были приняты вами. Это соответствует в полной мере духу нашего братства, нашего союзничества. И, конечно же, я очень рад принять вас здесь, у себя в Абхазии. Хочу поблагодарить вас за приглашение, за возможность сегодня встретиться накануне приезда председателя Государственной Думы. Для нас это на самом деле очень важное мероприятие. И когда делегация была в парламенте Российской Федерации, председатель предложил более тесное сотрудничество, взаимодействие через создание комиссии высокого уровня, через решение тех вопросов и задач, которые стоят между Республикой Абхазия, Российской Федерацией, через решение тех вопросов, которые необходимо законодательно нам унифицировать и сделать. Ну и, конечно же, чтобы возможность была граждан Российской Федерации приехать и отдыхать, и развивать те необходимые и возможные направления. И, конечно же, для того, чтобы представители Республики Абхазия могли активно работать в Российской Федерации. Для нас крайне важно, когда молодые ребята, студенты поступают на бюджетные места, на другое направление, потом приезжают в регион, получив знания, получив высокий уровень знаний. Квицени Алхас Алексеевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Абхазия в Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент Аслан Бжаня 30 ноября. С 1 января следующего года увеличиваются социальные выплаты по рождению ребенка. Такое решение принято на заседании Кабинета министров. Члены правительства также продлили запрет на добычу криптовалют с использованием мощностей Черноморэнерго и ужесточили требования к подготовке водителей. Всего было рассмотрено более 45 вопросов в повестке дня. Все подробности в репортаже Эсма Голанзе.
В начале заседания Кабинет министров утвердил программу создания единой системы государственных информационных ресурсов и базы данных. Ее цель – организация центра обработки и хранения данных, а также подготовка специалистов по информационной безопасности. Далее были внесены изменения в условия аренды дома отдыха «Дом творчества» имени Гулия, он же Литфонд. Арендатор теперь имеет право демонтировать пирс, пляжный корпус и спортзал и возвести на этом месте новые объекты, в числе которых лечебно-оздоровительный комплекс. Месяц тому назад утвердили новый договор о продлении договора до 50-го года с «Энергоатомом». Я хочу отметить, что это очень ответственный арендатор. Все свои обязанности, возложенные на него в соответствии с договором, выполняются безупречно. Ведутся там большие серьезные работы, фактически они завершены по главному корпусу, там в 12 этаже все номера, все соответствующие строения приведены в порядок. В данном случае они хотят сделать новый пирс, то есть старый пирс, он действительно пришел в негодность. Правительство утвердило запрет на вырубку елей и пих для проведения новогодних праздников. Госуправлению лесного хозяйства, Госкомитету по экологии и МВД поручено усилить контроль в этом направлении. Все структуры уже с ним знакомы. Работаем совместно. Есть первые результаты, несмотря на то, что распоряжение еще не вышло, работа уже ведется, есть первые задержания. Сейчас проводится подсчет ущерба для того, чтобы определить статус рассматриваемых дел в каком размере, в административном или в уголовном будет рассматриваться. Работа идет. Кабмин одобрил проект постановления о проведении переговоров и подписании соглашения между Абхазией и Сирией о взаимном учреждении торговых представительств. Представительства будут содействовать развитию торгово-экономических связей между странами. Члены правительства продлили запрет на добычу криптовалюты и ввоз майнинг-оборудования в Абхазию до 31 декабря 2023 года. Хорошая новость для молодых семей. Со следующего года будет увеличен размер социальных выплат по рождению ребенка. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет выплачивается в размере 7 тысяч рублей на каждого ребенка, за которым осуществляется уход. Был размер 3 тысячи. При рождении ребенка один или оба родителя, которого работают, служат 22 тысячи рублей. Размер был 13,5 тысяч. При рождении ребенка, родители которого не работают, не служат, 17 тысяч рублей. Размер был 10 200 рублей. Правительство также внесло изменения в положение о лицензировании негосударственной образовательной деятельности. Речь идет о повышении качества образования, связанного с обучением водителей. В настоящее время экономические условия достигли уровня, позволяющего ввести требования по наличию учебного автодрома. Предлагаемые условия предусматривают как наличие в собственности учебного автодрома, так и возможность пользования его услугами на основании договоров. Уже проводятся мероприятия по обеспечению функционирования учебного автодрома для подготовки кандидатов в водители автотранспортных средств, на базе которого также планируется организация сдачи практических экзаменов. Проектом также предусмотрены дополнительные лицензионные требования, направленные на ужесточение требований по обеспечению качества образовательных услуг, выражающихся в обеспечении гарантированных положительных результатов сдачи профильных квалификационных экзаменов на уровне не менее 60%. От среднего числа лиц, допущенных к сдаче экзаменов. Вот число выявленных пьяных водителей. Перечень. Это все мы. Результат знаете какой, да? Убитые люди, травмированные тяжело дети, горе в семье. Вот. Это мы, пьяные только, за рулем. Можно сколько угодно ругать МВД, службы соответствующие, разные другие, и профильные, и непрофильные. Но если мы сами себя не остановим, усилий ГАИ, усилий камер не хватит никогда.
сами себя не остановим. Вот маленькая девочка, 12 лет, министр занимался сутки, в Сочи направили сейчас, да? Недавняя автоавария в городе. Получила тяжелейшие травмы. И наши медики сделали все, что можно. Сейчас сочинские медики работают. Так, Эдуард Валерьянович? А причина какая? Кто-то поехал на красный свет. Я так... И в нетрезвом состоянии. Какие еще аргументы нужны? Министр здравоохранения Эдуард Будба выступил с предложением о создании оперативного отдела при Минздраве и службы хирургии катастроф на базе министерства, в связи с чем необходимо увеличить численность работников Минздрава. Члены правительства одобрили предложение. Минфин будет изыскивать финансовые средства для их реализации. Также была затронута тема организации штатной численности. Очень большое количество смежных ставок. В одной организации очень большое количество ставок одних и тех же работников в различных учреждениях районов. С другой стороны, предельное значение по фонду оплаты труда надо достигать. Но я откровенно скажу, что с учетом ежемесячных доходов по отдельным категориям, мы уже давным-давно обошли Южный федеральный округ. Давным-давно обошли. 6 ставок, 4 ставки, средняя заработная плата по категории врачи 34 тысячи рублей. 6 ставок, если получаешь, точно выше, чем средняя зарплата врача в Южном федеральном округе. Целиком. А это одно лицо получает. Поэтому это надо все привести в порядок. Российские коллеги сказали, для продолжения софинансирования приведите в порядок систему. Иначе мы остановим софинансирование. Так, Владимир Валерьевич? Именно так. Кабмин утвердил предельную численность аппаратов и размер денежных средств из республиканского бюджета на содержание министерств и ведомств Абхазии. Правительство также одобрило проект государственной целевой программы «Жилище-2025» и утвердило общедопустимый улов водных ресурсов и рекомендуемых квот добычи в осенне-зимнюю путину 2022-2023 годов. Кроме того, на заседании была принята программа сотрудничества Абхазии и России в области культуры. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. На заседании Кабинета министров был принят проект закона о внесении изменений в Кодекс Абхазии об административных правонарушениях и о судопроизводстве по делам об административных правонарушениях. Речь идет об увеличении размеров штрафов за совершение административных правонарушений в сфере охраны окружающей среды. На данный момент максимальный размер штрафа за правонарушение в сфере охраны окружающей среды составляет 50 минимальных размеров оплаты труда или 3000 рублей. А в среднем кодексом установлен штраф, не превышающий 30 МРОТ, 1800 рублей. Проектом предлагается значительное повышение размеров штрафов за правонарушения в сфере охраны окружающей среды до 300 минимальных размеров оплаты труда или 18 тысяч рублей с обязательным возмещением причиненного окружающей среде вреда в денежном эквиваленте. Предлагается также повысить базовые ставки для исчисления размера ущерба, указанные в постановлении. С полным текстом проекта закона о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях и в Кодекс об судопроизводстве по делам об административных правонарушениях можно ознакомиться на сайте правительства. Ученые, опережавшие время. 30 ноября исполнилось бы 70 лет ученому-астрофизику, кандидату технических наук, кавалеру ордена Леона Адгуру Шалвовичу Иналыпа. Музей боевой славы имени Арзенба прошел вечер памяти, посвященный Адгуру Иналыпа. Репортаж Асиды Малия. В одном из залов Государственного музея боевой славы появилась новая, теперь уже постоянная экспозиция памяти ученого-физика, кавалера ордена Леона Адгура Иналыпа. Его сын Айнар, гордый и по-мужски скромный, говорит, что это дань памяти и уважения не только отцу, но и всем тем, кто когда-то, объединившись вокруг ученого, смогли сделать много полезного для Родины. Я думаю, что тоже стоит обобщить. Это дело не только, опять же, в отце, а вообще во всех ребятах. Очень хочется, чтобы в будущем никому вообще не приходилось не открывать экспозиции ушедшим, не праздновать победу ценой такой огромной. Я не говорю, что надо проигрывать, но
но тем не менее цена, которую заплатили, слишком высока, поэтому хочется мира, хочется для всех. Конечно же, представлены здесь личные вещи ученого, физика, да более знакомые его родным. И воспоминания о том, как у берегов Пицунды запускали один из разработанных Адгуром Иналопа дронов, все еще свежи. Я, будучи ребенком, еще успел попасть в Пицунду, где они работали. Тогда я, конечно, не осознавал этого. Сейчас я понимаю, насколько вот самоотверженно они занимались своим делом. Адгура Иналопа в научной среде высоко почитали за его знания и талант. Автор 17 научных работ успел поучаствовать в международных научных проектах по изучению кометы Галилея и спутника Марса – Фобоса. Одной из целей его работы была подготовка аппарата для осуществления ионного зондирования поверхности Фобоса. Аппаратура, в создании которой активно участвовал Адгур Иналопа, была установлена на межпланетной станции Фобос и запущена в космос в 1988 году. Спустя годы после защиты кандидатской диссертации в Абхазии началась война, и его научно-практические знания нашли применение. Курсанты военного училища Минобороны Абхазии с интересом рассматривают радиоуправляемую лодку-торпеду, на современном языке дрон. Сформированная приказом министра обороны республики группа по созданию таких лодок-торпед работала буквально в экстремальных условиях, а некоторые детали Адгуру Иналопу удавалось доставать с большим трудом. На памятном вечере, посвященном его 70-летию, собравшиеся часто вспоминали о том, как ученому удавалось достигать поставленных целей. С особым теплом друзья и соратники Адгура Иналопа говорили о нем как о человеке с уникальным светом внутри, озарявшим весь мир вокруг. Воспитанный в семье замечательных интеллигентов, исследователей, патриотов Абхазии с большой буквы Шалвы Иналопа и Мира Хаталашвили, Адгур с детства впитал в себя все то, что впоследствии сформировало его личность. И все же что-то в нем было исключительное, что нельзя объяснить даже прекрасным воспитанием. Особенный человек, с которым можно встретиться раз или два в жизни. От него исходила какая-то аура, и все, кто был рядом, это чувствовали. Становились лучше, спокойнее, проще. Я до сих пор думаю, что красивее Адгура вообще не было абхаза. Он был таким не только внешне красивым, но и внутренне очень благородным, харизматичным, таким человеком. Студенты прямо боготворили его. Ректор Абхазского госуниверситета Олег Угварамия вспоминал, как Адгур Иналопа начинал учебу и его переход в уже более значимую научную среду за пределами Абхазии. Олег Алексеевич не единожды отметил, что многие умы Абхазии, к большому сожалению, не сумели сберечь. Каждый командир, берегите тех талантливых людей, которых мы можем потерять, потому что они впереди всех бегут, мы уж нехватки нет. А сколько ребят, я помню, что тогда я назвал Адгура. Берегите, говорю, Адгура. А что получилось? Вспоминая об Адгуре Шалвовиче, Баталкубахе с болью утраты рассказал о последней их долгой беседе под ночным сентябрьским небом. Я говорю: Адгур, ну почему ты занимался какими-то вещами, которые нам необходимы, лодка, метео? А он сказал: а ты почему? Я не знал, что ответить на этот вопрос, почему я. Он сказал: а кто может быть иначе? И вот, когда 18-го это случилось, мне пришлось вести его, и он умирал у меня на руках. И с нами еще был молодой парень, которому 16 с чем-то лет было, он тоже был ранен. И он плачет. Он говорит: почему он умирает? Лучше бы я умер. Почему он умер? Он, говорит, с нами был всего 4 дня, но столько всего он нам сказал молодым. Говорит: почему такие умирают? Такие люди должны быть для того, чтобы мы выжили. Адгур Иналопа погиб 18 сентября, незадолго до взятия столицы абхазскими войсками. Нала, дочь Адгура Иналопа, с упоением вспоминает о временах, когда отец был рядом. Рассказывает, как много информации можно было узнать из мира космоса, находясь с ним. Нала говорит, что увлеченность наукой не ограничена
ограничивала его от любых других занятий. Отец увлекался альпинизмом, геологией, программированием, а будучи учеником 10 класса, совершил восхождение на Эльбрус. Обладал свойством, увлекаясь чем-то, увлекать за собой. Ты сам того не замечая, приобщался ко всему тому, что он любил. С уходом от Гура Иналыпа для родственников ушел близкий человек. Для друзей и коллег незаменимый друг и ученый. Для матери эта потеря и вовсе невосполнима. А для дочери боль от ухода отца еще сильнее вонзается в душу вместе с тем, как растут собственные дети. Когда ты осознаешь, насколько важным было бы его мнение, и, безусловно, воспитывая своих детей, я считаю, что им очень не хватает их дедушки. Я думаю, он очень многое мог бы привнести в воспитание моих детей. Асида Мали, Камила Джапо, Абхазское телевидение. Исполнилось 30 лет со дня создания Государственной инспекции по карантину растений. В честь юбилея ведомства состоялось торжественное заседание. Репортаж Алики Трапш. Мероприятия по случаю 30-летия со дня образования Государственной инспекции по карантину растений начались с возложения венков в парке Славы в Сухуми и к могиле первого президента Владислава Арзенба в Ишере. Затем состоялось торжественное собрание. 30 ноября 1992 года была создана карантинная инспекция, деятельность которой направлена на предотвращение проникновения и распространения в республике карантинных объектов и, как следствие, на обеспечение продовольственной безопасности страны. Карантин растений в Республике Абхазия имеет государственное значение в деле охраны территории страны от заноса и распространения особо опасных и трудноискореняемых видов вредных организмов. Закон Республики Абхазия о карантине растений ставит перед собой цель карантинных объектов на территории Республики Абхазия, определяет основы правового регулирования в области обеспечения карантина растения и направлен на защиту прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Специалисты госинспекции защищают растительные богатства страны от завоза и вторжения из других государств карантинных и других особо опасных вредителей, сорняков и возбудителей болезни. А в случае проникновения карантинных объектов незамедлительно принимают меры по их локализации и ликвидации. От всей души поздравляю вас с 30-летием образования Государственной инспекции Республики Абхазия по карантину растений. Реализация государственной политики в области карантинного фитосанитарного контроля, возложенной на вашу службу, имеет очень важную роль в обеспечении продовольственной безопасности республики. Между нашими службами сложилась дружественная и плодотворная практика взаимодействия по решению общих фитосанитарных задач и уверен, что взаимовыгодное сотрудничество продолжится и в дальнейшем. Желаю вам и коллективу инспекции благополучия, осуществления профессиональных и жизненных планов и идей, а также и далее оставаться надежным заслоном в борьбе с карантинными фитосанитарными угрозами. В честь 30-летия со дня образования Государственной инспекции по карантину растений сотрудникам были присвоены классные чины, а отличившиеся были награждены почетными грамотами. Алика Трапш, Михаил Братухин, Раму Камки, Абхазское телевидение. Депутату парламента первого созыва Альфреду Леонидовичу Какуеву исполнилось 88 лет. Указом президента Аслана Бжаня Альфред Какуев был награжден орденом Ахтзапша III степени. От имени депутатов первого созыва коллегу поздравил Леонид Лакербай, который вручил ему орден степени в городе Вязьме Смоленской области, где в настоящее время проживает Альфред Леонидович. Это человек, который был достоин того парламента, который возглавлял Владислав Арзенба. Человек, который проявлял твердость духа тогда, когда это было нужно. Это нужно было очень часто. И я хочу сказать, что он был достойным депутатом нашего парламента, достойный, преданный человек нашей страны. Во время войны и после войны, вот после того, как он выехал, в Москву, он очень много занимался укреплением наших связей с Верховным Советом тогда, потом Государственной Думой. И я просто хочу сказать, что есть повод не образно говорить, что вот первый парламент там, титулы металла разного присваивать ему. А это были конкретные люди, которые делали этот парламент тем, который он есть. Вот среди этих людей очень достойное место занимал и занимает Альфред Леонидович Какуев.
Профессору МПГУ, доктору педагогических наук, заведующему кафедрой рисунка Рауфу Барциц была вручена ведомственная награда от Министерства просвещения России «Почетный работник в сфере образования Российской Федерации» в честь 150-летия университета. Рауф Барциц – автор более 20 учебных программ, множество научных статей и публикаций. Выполнил художественное оформление более 35 книг на русском и абхазском языках. Графические произведения профессора печатались в газетах «Апсно Абхазия», «Апсно. Искусство Абхазии» и других. Участвовал в республиканских, всесоюзных и международных художественных выставках Союза художников Абхазии. В рамках программы благотворительного фонда «Мир детства» в поддержку детей с ограниченными возможностями на малой сцене Абхазского государственного драматического театра состоялась премьера благотворительного моноспектакля «Фрида». Постановка представляет собой биографический спектакль об известной мексиканской художнице и активистке Фриде Кало. В основе моноспектакля лежит биография Фриды Кало, на долю которой выпало немало испытаний и боли. Будучи прикованной к постели с множеством травм после трагической аварии, она начала создавать и писать картины, которые теперь знает весь мир. Маленькая хрупкая Фрида Кало обладала невероятной внутренней силой, сумевшей победить все невзгоды. История ее жизни – это история непрекращающейся борьбы, любви и ненависти, дружбы и предательства, творческих взлетов и падений. Меня зовут Магдалена Карман Фрида Кало. Я родилась 6 июля 1907 года в Кайокане. Но мне всегда нравилось говорить, что я родилась в 1910 году. Нет, не из-за кокетства. И не для того, чтобы уменьшить свой возраст. А все потому, что в этом году началась революция в Мексике. А я есть сама революция. Актерский, музыкальный, пластический проект «Биография Фрида» приоткроет завесу тайны величайшей мексиканской художницы. В моноспектакле в главной и единственной роли Владлена Цвижба. Актриса сумела показать всю стойкость духа женщины, которой пришлось перенести болезнь, аварию, предательство и многое другое. Помимо нее на сцене Мрана Вуба, хореограф и танцовщица, которая исполняет роль второй Фриды. Художник моноспектакля Руслан Амичба. Владлена Цвижба 5 лет назад с семьей переехала в Абхазию. 2 года назад вышла здесь замуж. В Сухуми у нее своя театральная студия. Мысль о постановке моноспектакля возникла у актрисы после прочтения биографического романа Марии Хосе. И с этой идеей она поделилась с режиссером Гудисой Тодуа, который с воодушевлением согласился на постановку. Команда обратилась к руководству Абхазского драматического театра с просьбой предоставить зал для проведения благотворительного моноспектакля. Работа над постановкой шла в течение 2 месяцев. С фондом «Мир детства» Владлена Цвижба сотрудничает очень давно. Роль была очень сложной, эмоционально сложная работа. К ней готовилась я, конечно, поэтапно. Наверное, прогоны, которые делал режиссер последние 3-4 дня, они сформировали спектакль. Как появилась какая-то целостность. Впечатление, наверное, опустошение больше, нежели чего-то наполнить, потому что все-таки Фрида Кало – это боль. И за той маской яркой, которой она жила, эти брови, эти красивые цветы, ободки, на самом деле за этой маской скрывалась та самая боль. Но вопреки всему, ее стремление, ее кредо – это жить. «Viva la vida», говорила Фрида Кало. Да здравствует жизнь. Для режиссера Гудисы Тодуа это первая работа с фондом «Мир детства». Есть нюансы, над которыми нужно работать. Спектакль должен играться, чтобы он развивался и становился более плотным, более насыщенным эмоционально, и духовно. Потому что здесь все-таки затронуты темы души, в первую очередь, человеческой души. Поэтому спектакль он должен быть живым. И в первую очередь это посыл
о жизни, о борьбе с разными преградами, с которыми человек сталкивается. Доверьтесь Фриде и верьте в себя. Лейтмотив и основная мысль проекта. Моноспектакль прошел при полном аншлаге и завершился бурными аплодисментами зрителей. Они были восхищены работой команды. Все средства, вырученные от показа спектакля, пойдут на помощь тяжелобольным детям. Я считаю, что помощь, оказание, поддержка детей, которые имеют незначительные хотя бы проблемы со здоровьем, это самое благородное дело, которое может быть. Насколько я знаю, здесь в зале очень много руководителей, тех, кто работает в реабилитационных центрах и так далее. Если вы занимаетесь самым богоугодным, благородным делом. Поблагодарить режиссера за великолепную постановку и героиню, которая так тонко, так чувственно передала страдания и боль великой художницы. В наше время это так значимо, так нужно проявлять добро, тепло, человечность, милосердие. Благотворительный моноспектакль «Фрида» будет показан и в других районах республики. Шазина Ханагу, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в четверг, 1 декабря, на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью +6, 11, днем 11-16. Температура морской воды +15. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.